Всем привет! На канале Советы от Деда Веды. Сегодня снова поговорим об Ингушетии и о событиях, происходящих в этой республике. Краткая предысторию, наверное, все знают. Ингуши – это северокавказский народ, который относится к группе, наверное, вайнахов. Это, можно сказать, что один из тейпов. Хотя они сами делятся на несколько тейпов. Не несколько, много тейпов. И предыстория ингушей такая, что после своего расселения они, в принципе, проживали всегда компактно, занимались скотоводством. Это был народ, с одной стороны, спокойный, с другой стороны, иногда неспокойный. Дело в том, что ингушей всегда было маловато. И чтобы, так сказать, не давать повода себя притеснять, им приходилось иногда самим показывать свою силу вперед. Но не в этом дело. Дело в том, что когда Чечня и Ингушетия объединялись, это были 30-е годы прошлого столетия, ингуши вошли со своими землями в Чечню. Чеченцы – это братский народ, и, в принципе, они могли поладить, и кое-как ладили и до высылки, и после высылки. Но после высылки ингушей уже принудили ладить на условиях чеченцев. Дело в том, что когда ингуши входили в Чеченную Ингушетию со своей землей, они тогда были больше. И, в принципе, положение у них было хорошее. Но после высылки часть ингушских земель была занята. И, чеченцы им сказали так: это же вашу землю отняли. Вашу землю отняли, вы боритесь. Ингуши почувствовали это во время возвращения из высылки. Когда Хрущев, отдал распоряжение, приняли решение возвращать чеченцев и ингушей из высылки. В основном это из районов Казахстана. Даже была такая смешная история о том, что Хрущеву сказали типа того, что же Никита Сергеевич Волков в лес возвращаете? Он сказал: и лес наш, и волки наши. К ингушам. Они почувствовали в высылке о том, что будет какой-то подвох. И они без, так сказать, ознакомления старейшин с ситуацией на Северном Кавказе, они не хотели возвращаться. Многие говорят, это не так, но это на самом деле так. Кое-как их уговорили вернуться, и, я уже говорил о том, что Чечена и Ингушетия отдали Щелковской и Наурский район. Но их присоединила к себе, по сути дела, Чечня. Потом возникнут споры, но чеченцы скажут: вы же наши братья, что у нас земля одна, давайте не поднимать этот вопрос. И вот таким образом ингуши оказались в проигрыше. Они смирились, тем более такие события нагрянули, сами знаете, это изменение власти, потом провозглашение Ичкерии, Ингушетия осталась в составе России, и так далее, и так далее, и так далее. И сегодня ситуация вот такая вышла, что Евкуров договорился, с президентом Чечни о передаче вот этих земель. И видите, протесты не пошли впрок. Дело в том, что центральные власти не восприняли протесты народа как народа и просто-напросто решили поставить народ, так сказать, на место. И это бы ничего, протесты, противостояния, эти волнения народные, то все. В Ингушетии они не перерасти в войну не могут, так как было в Чечне. Слишком маленькая страна, оружия нету. Протесты, бросаться стульями, да. И вот смотрите, какой сейчас получился вариант. Всех, кто возглавлял
протесты в Ингушетии, их всех вывезли на территорию других республик в России, в саму Россию. Арестовали, вывезли, и теперь одному из, так сказать, из инициаторов вот этих протестных движений даже суд рассматривает статью привлечения к уголовной ответственности по статье, я не помню номер статьи, за нападение на полицейского при исполнении служебных обязанностей. Такая статья тянет на 10 лет. Видите? То есть, к чему я это говорю? Ну, да, нападать на представителей власти нельзя. Но Россия сейчас ограждена огромным забором, и практически суд по правам человека недоступен жителям, гражданам России. То есть это может подтолкнуть власти России к беспределу. Безнаказанность, она, вы знаете, достаточно серьезная штука. И накладывая, как, так сказать, проецируя события в Ингушетии на события в России, вот пусть каждый русский задумается, что случится с ним, если вдруг он вздумает, высказать недовольство. Пока ты высказываешь недовольство на кухне или у своего подъезда, это ничего страшного. Но попробуй ты выйти на улицу, и тогда тебя подойдет полицейский, который специально спровоцирует тебя на какой-то там, на какие-то движения, которые можно рассматривать как нападение на полицейского. В этом случае он может тебе причинить ущерб здоровью, может бить, стрелять, а суд еще и привлечет на 10 лет. Ситуация очень сложная. Конечно, ингушей очень жалко. Но так распорядилась ими судьба. Очень-очень жаль. Это нормальный народ. Достойный, отзывчивый, гостеприимный. Все ингуши нормальные. Я не хочу говорить, злословить про чеченцев. Чеченцы тоже более-менее, но те, которые сегодня подчиненные Кадырова, это не чеченцы, это так. Но, тем не менее, это их дело. И вот, что касается русских. Ребята, не оказывайте сопротивления властям. Посадят вас на 10 лет. А если уже оказываете, то оказывайте с пониманием того, что вам грозит и до какой черты это может довести. Всем привет. Продолжаем наблюдать за событиями в Ингушетии, которые потихоньку, наверное, затихают. Желаю всех благ, хороших праздников, выходных, счастья, здоровья, денег. Всего, что может пожелать себе нормальный человек. До встречи. Подписывайтесь на канал, кому интересно.